Бүгін біз видеоблог жазып баштайбыз. Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек, говорил великий Антон Павлович Чехов еще 2 столетия назад. Сегодняшний выпуск посвящен юной спортсменке, певице и телеведущей Доминике. Наша героиня ведет передачи на первом детском телеканале Кыргызстана. Причем делает она это на русском и кыргызском языках. Доминика, ты проработала на телеканале «Баластан». Расскажи, пожалуйста, с чего все началось? Началось с нашего дуэта с моей учительницей Катырбаевой Назгуль Кемелбековной. Мы решили создать дуэт, выступили на «Голубом огоньке» и также пошли дальше концерты. И меня пригласили засняться в этой программе экологично. Телеведущие посмотрели на меня, выбрали. И вот так, в принципе, и получилось, что я туда попала таким образом. Барынарға салам. Салам. Силердегі біздің кезектегі видеоблогды көріп жатасыңар. Программамыздың өткен чыгарылышында биз силер менен биологиялык ар түрдүүлүк жана Кыргызстандагы жаратылыш темасын тандаганбыз. Бұл темада силерден достор көптөгөн каттар келиптир. Меня просто заметили, предложили, мы засняли видео и меня выбрали. На телеканале «Баластан», плюс еще нас показывали на КТРК. Я работала 2 года, мне на тот момент было 12 лет. Мне это очень понравилось, лишний опыт не помешает. Я обрадовалась, я не слишком эмоционально, просто вот так, вау, это круто. Я сказала, если это мое, значит оно будет. Салам, бүгін біз видеоблог жазып баштайбыз. Мен бүгүн эмнени билдим айтып берейинби? Мои кыргызские коллеги стали меня больше уважать. Они удивлялись, когда я, например, какое-то слово произношу на кыргызском языке, и причем так красиво, с выражением. Им это очень нравилось. Обатан кылышты экен, бирок мурда башка биосфера болгон. Жашырында мамонттар менен динозаврлар жашаганын бары биз билебиз да. У нас, например, шло чередование. Выбирали определенный день, говорили, вот вам текст, изучите его. Например, этот день мы будем вести программу на кыргызском или отдельно на русском. Вот так вот происходило. Трудно ли изучать иностранные языки? И насколько их важно изучать, на твой взгляд? У меня склонность ко всем языкам, есть так моя мама говорит. Она говорит, что я чувствую язык, я прям проникаю. Например, я учу какое-то произведение, и у меня прям как родной язык получается. То есть я не знаю, как это происходит, но, видимо, вот такой талант есть. Келгеле бүгүнкү темага өтөлүү нұртилек айлананы карачы. Бул жер абдан кооз экен, айлана тегерек таза. Бұл жердегі тазалықты байқадыңбы? Мен бізден Бишкектен бай жакшы көрөм. После этого опыта я поняла, что я ближе стала к этим людям. Например, кто разговаривает на кыргызском языке. Я поняла, как они произносят, как это все. И даже были слова, которые очень красиво звучат мне. Доминика, твое все-таки основное направление, увлечение – это вокал. А на каких языках ты поешь? Я пою песни на кыргызском, на русском, на татарском, на итальянском, на французском, на разных языках и даже на дунганском. Когда я пою национальные песни разных народов, я, в принципе, представляю себя этой национальности. Даже через их слова я проникаю в их состояние души. Я не знаю, как это у меня получается, но я сразу чувствую песню, я чувствую этот народ. Мне лично песни на кыргызском языке помогли понять и усвоить этот язык, потому что раньше, когда я даже не пела на кыргызском, у меня более-менее получалось, я не понимала, как это все произносить, как они это делают, а потом, когда я начала изучать кыргызский и петь на нем, я же, в принципе, когда учу слова, я тоже какие-то слова, чтобы знать их, перевожу. Мне стало намного легче его изучать. Раз.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила